Диск от пулемета ППШ, саперные лопаты, шлем маски от противогаза. Все это во время раскопок нашли ребята. Впрочем, главная задача для них — найти солдат. В этом году кадеты из Усть-Цильмы присутствовали при обнаружении массового захоронения. Как бы мы просто их нашли место, но я уже приехал, там было откопано. Вот там было вроде, да, там нашли 4 бойцов. 2 было уже почти выкопаны, и еще 2, они были под землей, и их нашли щупами, когда уже собирались уезжать. Ни капсул с данными, ни формы на бойцах не было. Скорее всего, они были похоронены. Раскопки — дело непростое, признаются ребята. Тут нужен хороший психологический настрой. Дмитрий Поздеев, к примеру, ездил на вахту памяти в прошлом году. Тогда он лично нашел 2 бойцов и даже сам установил причину смерти одного из них, найдя пули, от которых скончался солдат. Когда я нашел первого бойца, это было самое яркое впечатление для меня, потому что, я копал, что-то, думал, металл обычный, потому что миноискатель прозвенел. Стал копать и наткнулся на кости случайно, и стал разрывать, позвал своих товарищей, и они мне тоже стали помогать. Мы нашли солдата советского. Сейчас эти пули и осколки лежат на стенде в школе. Ребята говорят, перед поисковыми работами они прошли инструктаж по технике безопасности, так как во время работы наткнуться могли на неразорвавшуюся мину или гранату. Перед поездкой в школе проводилась большая работа, чтобы поехали на вахту самые достойные. Вновь у нас было огромное количество желающих поехать туда, отдать дань памяти нашим прославленным землякам, поклониться их светлой памяти. И, конечно же, возвращаясь оттуда, ребята привозят огромный материал. Это и те раритеты, которые находят там, и то, что разрешают вывести, и, конечно, их рассказы. Уже 6 лет подряд школа отправляет учеников на вахты памяти. Только организовывать такие поездки получается немногим ребятам. Бюджет у школы слишком ограничен, поэтому и конкуренция среди учащихся подобающая. Евгений Ершов, Екатерина Борш, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усть-Цилимский район.